А тут как обычно, да? Бля, как обычно, уже не получается так взять. Уже без там палатки, без печки, но все равно их много. Да, уже все вроде так, по минимуму. Так, первую я на лодку понесу, рюкзак на тоже. Спину, сумку через плечо. Угу. Это сюда. Че, пробуем? Фух. Да. Так, прямо, да? Нет, налево уходи. Первая ходка есть, еще вторая. Ну что, братцы, всем привет. Сегодня на сплав, ребята. Решили рвануть. Пройденный маршрут, ребята. Ну, 2 года я по сплаву не ходил. И сегодня рвем когти. Ко мне приехал Серега. Тащит лодку, ребята. 300 метров. Дорога плохая. Дядя Саша нас скинул. Ну, приходится таскать вещи туда-сюда. Ну, в общем, вот Серый. Вот она. Наша река, которая будет нас катать, кормить 2 дня. Ночевка в избе, ну, вроде как-то все понятно. По погоде не знаю, вроде вечером дождь обещают. Но опять же, смотришь тот район, мы намного выше. Так что как-то так. Фух. Короче, первую ходку сделали, ребят, самая тяжелая. Лодки. Пойдем на 2.
комаров море. Просто жрут. Ладно, идем за второй. Вот они уже, смотри, 3 уже напились. Все, ребята, притащили весь шмурдяк. 2 ходки пришлось сделать. Ну а что, как быть? У нас тут еще слип такой грязноватый. Короче, я разделся, вообще грязный. Ну ладно, там потом на островок закинемся. Монтаж там сделаем. А здесь накачаемся, все нормально, уберем. Ну здорово, здорово, все. Вроде как будто просто, ну есть сложности свои какие-то. Ладно, начинаем. Маленькая лодка, ничего себе маленькая. О, вон, смотри. В разы. Она меньше, слушай. А, она поуже, да? Нет. В общем, у Сереги Аква 260 Оптима с надувным дном даже, ребятки, смотрите. Ничего такая. Но у меня фрегат мой старый боевой, ему уже получается 11 лет. Он прошел медные трубы, и вот этот маршрут, ребята, он проходил не раз, ну может раз 10 точно. Так что боевой товарищ еще на ходу. Нормально. У Сереги, ребята, как вы знаете, каналчик свой. Ссылочка в описании. Ну вот, смотрите, чтобы было красиво и не так просто, что вот небольшая работа, так чисто по видеосъемкам. Сейчас нужно будет сбегать наверх за вещами, спуститься, все это положить, переставить камеру. Вот так мы и работаем. Да, точно так. Так, правильно. Друзья, ну что, начнем. Сегодня взял ультралайт. Я его брал в прошлом году, точнее брал в Ларисе. Но в целом он уже поймал на 1000 окуней, так как я его брал на Печору Геннадьевичу. Геннадьевич, будешь смотреть, привет тебе, брат. Приеду я к тебе по-любому чуть попозже. Так, у меня 2 вершиночки, одна мягенькая, одна пожестче. Возьмем пожестче. Вот такая игрушка. Вообще, ребята. Получается, кайдовский ТЭС 1,7 грамм. 1,7 грамм. Вот такая игрушка. Ну и дальше что там у нас? Друзей достанем. Так, здесь зевник. Все дела. Ну и вот, в общем, небольшой набор, ребята, я собрал на сплав. Песок с рюкзака. Ну, в общем, чем будем работать? Это мелкие воблера. Вот такие небольшие колебалки. Мэп-циклоп и вертушечки. Вот что нужно для сегодняшнего сплава. Я не стал брать там кучу пакетов. Просто взял коробку, переложил. В общем, вот что будет работать. Касадака. Вот, кстати, ходовой воблер по этой реке. Касадака пойман вообще. Поймал уже 1000 рыбин. Вот этот воблер. Небольшой крэнк. Вертушка такая, вертушка такая. В общем, сейчас будем подбирать, смотреть, что да как, что будет работать. Так, тут у меня спальник. Ну и, в общем, катушечка. Катушечка. Тоже кайдовская.
2500, наверное. Шнур 0,8. Ну прям говорю, сегодня буду просто игрушкой рыбалить, кайфовать. Кайфовать, друзья, будем. Опа. Ну все, отлично. Так, в целом, смотрю, вода большая, друзья. По этой реке, для этого места вода большая. Тут намного, здесь воды должно вообще не быть. Вот в целом вот этот островок, он такой, порядком метра 2 на 2, а тут только травишка торчит. Так что водичка большоватая. Ну, смотрю, чистая вода. В целом, мне кажется, нормально. Самое то будет. Сегодня мы практически не брали Серега еду. Сказали, будем добывать рыбу и будем готовить, короче, кушать. Если поймаем щуку, на избе Серегу еще наггетсы и щук. Макдональдс же закрыли, а у нас свой Макдональдс будет. Ну все, таежный Макдональдс, точно. Так что вот как-то так, друзья. Ну вообще, круто. Уже прям, знаешь, охота уже все. Впереди такие места, друзья, такие красоты будут. Серега потом посмотрит, там березняки такие будут, вообще круто. Ну и планируем ночевать в избе. В целом, мне маловероятно то, что она будет занята, то рядом есть будет вторая. Короче, мы в любом случае будем под крышей. Так как вечером типа дождь, не дождь. Посмотрим. Палаток не брали. На маршруте 3 избы в районе, так что в любом случае где-то будем спать. Ну вот так выглядит у Сереги все это дело. Серый, что за палочка у тебя? Тоже... Сегодня твичевик. Сегодня буду ловить именно на воблера. Вот. Серый любит по резине, да, особо рыбачить? Да, сегодня у меня будет первая такая осознанная рыбалка на воблеры. Ну такой коротыш, XDX, именно для воблеров. Понял. Так что сегодня попробуем. И катушечка, да? Угу. Катушечка. Катушка 4000. Вижу. Шнур 1,2 ПЕ. Вот так вот, ребята. Последнее приготовление и уже сейчас будем стартовать. Да, ну да, уже все, погнали. Погнали. Вперед. Вперед из песни. Так, ну вроде нормально себя здесь чувствую. Нормально уложился. Вот так вот. Приманочки здесь. Сзади весь шмурдяк. Все, здесь перекат. Протаскиваемся. Ну и за перекатом сразу начинается уже рыбалка. Ай, красота, друзья. Как давно я этого хотел. И тут просто Серега по спиннингу. Я говорю, Серый, давай на сплав. На 2 года хотел я вытащить Серегу. И в целом свершилось, друзья, свершилось. Первая рыбалка на спиннинг. Опа. Поставил вот этот воблер, который вам показывал. Ну, у нас получается, что не крупная щука, до килограмма, 1,5. Но я здесь ловил двушку. Было дело. Получается, здесь есть хорезок местами. Ну и окунь, естественно. Ах, друзья, просто великолепно. Вот такие коряшки будем обкидывать. Всякие вот заливчики, перекатики. Все. Как-то так, друзья. Все, погнали. Ну все, ушли от переката. Первые забросы, друзья. Пока непонятно, на что ее ловить, как ловить. Вообще будет ли она брать. Мне кажется, должна. Мне кажется, должна. Опа. Вот нас сейчас будет нести по тайге. Вот здесь реально
классные места. Спокойствие. 1000 забросов. Пока остановлюсь на нем. Посмотрим. В районе километра. Пока, ребята, тишина. Но тут наверху тоже с характером прям местечко. Бывает. Идешь, идешь, идешь. Вообще никак. В одном месте бывает сразу 2-3 ловишь. А бывает идет хорошо. Мы попадали пару раз. Прям хорошо ловилось. В этом месте уже по 2-3 ложили уже садок. Сегодня пока никак. Пока не меняюсь. Серега говорит, вроде поклевка была у него. Так что пока непонятно, друзья. Вообще не могу ничего сказать. Пробуем. Пока пробуем. Все равно поймаем. Ух ты, нифига. Вот она, ребята. Или кто там? Хариус. Хариус там. Скорее всего, харизов. Скорее всего, харизок. Мошку взял сверху. Ладно, что, будем разлавливаться, искать, подбирать ключик. Щука здесь есть, это явно понятно, но пока не хочет. Еще время обед, конечно. Утром мы прозевали. Так что, может, время еще такое пока не подходящее. Обеденный перерыв. Пробуем. Серега поставил джиг и все, пошел ловить. Со дна, да, Серый, да? Да, маленькая. Фрикцион был даже не затянут. Ну, вообще. Или окунь, или щучка. Щучка, видно было. Буквально один оборот сделал. Да. Но место стопроцентное. Вот старый сейчас. Думаю, поставлю джиг. О, да, слушай, Серега, ну это прям вообще Малыш. малышечка, да. Блин, ну джиг, ё-моё. Давай, иди. Ну что ж, распечатались? Да, Опять? все, красавчик, давай. Так, ну, слушайте, все. Неужели джиг, блин, а? Ё-моё. Неужели дно, блин? Была, ребят, поклевочка. Я прям видел в очочках. Такая, блин, в районе килограмма, может даже больше, не знаю. Сейчас со страху наговорю. Блин, подводка прям вук. И что-то так бодануло, и все. Ай-яй-яй. И у нас вот ай-яй-яй. Я еще оторвал циклопа, короче, на блесну, ребят, белую. Хапнула. Вот такой мэп-циклоп, но это подделка, понятно. Только белая была. Угу. Не знаю, ладно. Поставлю в воблерок тогда. Андрюх, у меня же есть колебосики есть еще. Есть, да, у тебя, Серый? У меня пару штучек, посмотри, вон какие есть. О, во, вот это самый пик. Вот это самые работяги. Самые классные. Простые, блесна. Да. У тебя сегодня щука. С себя наггетсы. Да, наггетсы обещанные, да. Лишь бы... Не знаю, Серег, смотри, что творится. Не знаю, она пролетает, получается. Слушай, я уже что-то вообще какой-то апокалипсис начинается. Ой-ой-ой, ребята. Лишь бы не накрыло. Паркуемся, ребята, не знаю. Что-то мы уже все. Походу сейчас, или не будет вообще. Вот так немножко здесь такой навес. Потому что более-менее, да, вот тут. Ну, вот вообще огонь. Как палатка, да, Серега? Куб, короче, кубозонт. 25-метровый. Жесть. Сейчас сделаем, Серый. Пока, ребятки,
Дождик. Мы тут немножко решили перекусить. У Сереги вон такой мультитул газовский. У тебя посмотрел, решил тоже с собой возить. Ну тема, да, такая она, слушай. Держи, Серый, сосиску. Хлеб. Чай, если что, есть термос. Там внизу. Ну, а Мазик. Ага. Мазиком поинтересней. Решили не ждать. Погнали мы. Отходим. Спасибо, деревце. Спрятала нас. Я, короче, в дождевике, ну, Серега, вещи хорошие. Не должен промокнуть. Да, в целом и в избе будем ночевать, как бы. Просохнет. Да, печку протопим нормально. Пойдем мы, короче, ребята. Будем добывать наггинсы, которые пока еще не пахнут. Ну вот выход был здесь недалеко у меня. Я видел, прям классно, лачучка. Лето. Лето. Как долго мы его ждем, оно так резко начинается, да? И потом что-то бам, и уже как будто осень. Тепла, наверное, в этом году не будет, скорее всего, такого особого. Что, уже середина июня. В целом, так, не знаю. Все, ладно, полетели мы. Серега говорит, сейчас в дождь должна щука брать. Сейчас она пойдет, дуром пойдет. Пока позитив, ребят, это хорошо. А на самом деле уже по 500 забросов сделали, то прям, ну, встает, когда вот так в колодец кидаешь. Нет, хоть бы мелкие щучки там что-то такое, но вообще нет. А щука-то есть здесь, есть по-любому. Почему не берет, блин, хрен знает. Противоположная река от поселка, откуда мы уезжали, там наверху брала. Парни ездили. Ну ладно, не будем расстраиваться, будем надеяться, как обычно. Это же рыбалка, ребят, это не магазин. Поклевка была на колебалку, я оторвал ее. Короче, останусь на ней, ну а Серега японцев топит. Так что все, погнали. Серега хапнул, красавчик. О, килограммовая. А ты запутал, Серый? Да, нормально сейчас. Да ты не спеши, Серый, нормально все. Ой, сейчас уйдет Серега. Серега красавчик. Ай, молодец. Ну давай, брат. Ну да, килограмма нету, наверное. Ну, грамм 800. Да. Наггетсы. Точно так. Ай. Короче, на воблер, ребята. Так, Серый, что надо это, да? Да. Что-то она, ты, короче, сразу тут хапнула, да? Вот я смотрю, вот эта коряшка видел вдоль, что? А-а-а. Вот оттуда и вылезла. Блин, слушай, ну. Ребят, ну все, наконец-то. Держи, Серый. А? Блин, ну хоть размокрил, ё-моё, блин. Блин, что-то тут недалеко, сейчас сразу, блин. Может реально, вот в обед вообще не брала. Может сейчас к вечеру расклюется, Серега. А сачок у тебя какой? Не лесковой, да? Нет. Все. Красавчик Серый. Молодец. Ну да, под килограмм она. Прям такая. Как раз под килограмм. Ребят, 100 грамм. Сам Бог велел. Тезка за тебя выпил. Андрюха с Питера подогнал чачу. Ничего, такая, пойдет. Не можем сориентироваться, точнее я не могу сориентироваться. Серега-то тут еще не был. Где мы вообще сейчас находимся? Так, примерно что-то запоминающее. Вот это сушина. Так, в целом. Навигатора нету, просто на глаз по памяти идем. Ну, вроде успеваем, часиков 6-7 будем на избе, мне кажется. Как раз нормально. Так что, все хорошо. Ладно, дождь закончился, да, Серый? Это самое главное. Сейчас бы прикинь, но было очень неудобно. Да, дождь закончился, наггетсы пойманы. Наггетсы пойманы, да, наполовину, надо еще подбавить. Так что поймаем. Сейчас места будут там шикарные, красивые. Мне кажется, там выхватим что-нибудь. Ну,
по яйцу пока. Все, друзья, перекусили мы с Серегой, попили чаю. Я уже, короче, свою коробку полностью перебороздил, уже у Сереги кренка какого-то взял. Скучно, скучно, непонятно. Ну что, бьем, у нас выхода, вариантов других нету, у нас только вперед и ни шагу назад. Маленькая Серега. Давай, сюда. О, смотри, опять. Сошла, смотри. Ну. Ну, такую-то мы отпустим. Да. На кренка прям возле лодки хапнул. Тихо, матушка, тихо. Что за щука у нас, Серега, с тобой сегодня? Море. Слушай, ну что, с открытием тебя? Да, слушай, это первая щука, ребят, на спиннинг. Блин, ну она бойкая. Не сказать, что ты как это пассивная. Да. Дерзкая такая. Ну давай, матушка, что? Отпустим мы тебя. Все. Стоит. Все, Серый. Сезон открыт, ура! Да, так. Вход, друзья. Прям под лодкой, блин. Почему-то под лодкой хватает. Уже выматываешь. Бум! У меня ж этот удильник об лодку, бабам! Не возьмет она больше, мне кажется. Ну, я говорю, здесь такое местечко. Здесь она всегда хапала. Места, конечно, ребята, очень классные. Смотрите, какие корнища, корневища. Замыто все. Береза уже на честном слове держится. Лучей. Ох, ребята, есть. Полторушка, Серега. Ультралайт, слышишь, гнется в другую. Какой каждый-то? О, смотри, что делает. Красава. Ай. Осторожно. Хорошая. Дома. Ох, хороша. Мучился, братан. Ты видел, как я кизбел уже просто интенсивно начал кидать? Да, красоточка. Я уже просто думал, надо. Здорово. Все-таки хапнул. Хапнул. Уже думал, к избе осталось немного, блин. Фига намотала. Короче, думаю, надо, ребята, интенсивнее побросать. Думаю, все равно же должны хапнуть. Ну, вроде получилось. Ну да, полторашка, да, Серега? Да. Ну да, такая, ребята. Полторашка. Какая-то вся коцаная, блин. Побитая. Нормально. Вот и не успели. Не успели немножко вообще. Уже подходим. Зарядил капитально, блин. Ладно, уже придется идти, уже не будем останавливаться. Вливаемся. Прям открытие сезона, друзья. Камеру убрал, так как дождь у нас. И тут у нас наггинсы, короче, подлетели. Еще одни. Вот с той коряшки достали. Серый. Слушай, ну это прям, она прям захавала, понял. Угу. Вообще, смотри, в шахте. Так, сейчас сюда мы сюда. Вообще в шахте. Кренк проглотила полностью. Не, Серый, мне не надо, этот зеленик не нужен. Чисто этот. Наггинсы, да? Наггинсы. Короче, кренка. Полюбил я кренка. Прям работает. Не знаю, вот у него пузо, ребят, смотрите. Кислота, понял? Идет по поверхности, получается. Не кислота, а вот синий. Но он таких со всех цветов. Прям не знаю. И вот еще у нас одна
на борту, так скажем. Да. Что, Серый, Хороший. держи. Давай. Наггетсы будем сегодня жарить, друзья. Ну все, ребята, вроде повороты знакомы. 2 года, говорю, не ходил и ну так, немножко места подзабываешь все равно. Тем более лето, зелень, трава. Она так по-своему все это выглядит. Тут какой-то ураган шел, прям все загнуло, блин. Сейчас, Серега, идем, смотрим. Прям по этой стороне. Сейчас приедем, а на избе крыши нету. Ну все. Главное, дождя нету. Да нет, и там тоже что-то ломало, блин. Березу загнуло. Ураганчики, да, гуляют такие. Ух. Ну все, наверное, заканчиваем на сегодня рыбалку. Идем в избу, чистим рыбу, готовим кушать, отдыхаем, высыпаемся и с утра попробуем еще что-нибудь поймать. Да. Все, ребята, остановились мы в районе избы. Сейчас еще надо найти будет ее. Вроде помнится, что здесь чищобник такой тут. Сейчас пробраться будет. Серый тут аккуратно. Чищобник сейчас пройдем. Черемуха. Фух. Вот так вот, ребята. Добрали с Серегой на избу. Пепелище. Просто тупо пепелище. Я еще Сереге говорю, прикинь, говорю, спалят. Новая изба тут была. Выль. Придется на другую нам идти. Одни барбекюшки остались, допилы, печка. Я иду, главное, слышу, что-то крыша не мелькает. Смотрю, флаг какой-то. Вот только туалет остался. Вон там туалет. Вот это да. Сейчас пойдем на другую, тут недалеко. Перекур. Серега, перекур. Блин, ни хрена себе. Вот это да. 2 года меня здесь не было, и я даже не знал об этом. Кто, интересно, сжег-то, блин. Это да. Да, рассчитывали, ребята, вообще капитально все, уже просто уже сил нету. Дошли, думаю, до избы. Еще почаще такой пробирались сюда. Я говорю, давай, Серега, пару ходок сделаем, еще щуку надо очистить все равно. И просто бабам, и все. Просто беда. Здесь недалеко вторая избенка есть, но она такая, не знаю, ночью живая, нет. Да. Пекло, конечно, было. Вон, прям все это горело. Дерево даже вон обуглилось. Интересно, конечно. Окно, ребят, смотрите, просто сплавилось. Чистая печурка осталась. Сковородки. Барбекюшки какие-то железные. А так все погорело вообще. Ничего не осталось. Просто ничего. Можно, конечно, было и у костра переночевать. Но ночью дождь будет, мне кажется. Это будет неприятно. Блин, на вторую избу там тоже такой Ай, ладно. Хотели же палатку маленькую взять. А я говорю, нет, Серега, нормально все будет. Ну вот, нормально. Фу, ребята, вышли. Комары как не свои, блин. Вода большая. Я сейчас вот смотрю и вижу.
Потому что здесь вот обычно на пляжу останавливаемся. Ну вот, минус одна изба. Про то и говорю, друзья, то что вот хотел я строить избу свою, а также бы спалили засранцы, бля. Вот зачем делать, не знаю, почему. Короче, прем дальше. Сейчас уже на веслах. На вторую. Она здесь недалеко. Старая, конечно, убитая такая, ушатанная, грязная изба, загаженная. Хотя я знаю, что там пацаны постоянно рыбачат. Почему не уберутся, блин? Комары еще, конечно, злые, блин, собаки. Че, попытка номер 2. Идем смотреть старую избу. Ураган был нормальный. Повалилось. Фух. Выскакиваем, брат. Выскакиваем. Да, брали серый. Какой-то баннер. Соблюдайте чистоту. Ну слушай, тут смотрю, этот порядок наладили. Здесь открытая была, кто-то сделал. Получается завес. Можно. Вот такая, смотри, нары и маленькая печка. Ну вот да, небольшая. Вот так вот, Серега. Вполне как бы это жилище, да? Лучше, чем под небом. Да, мне кажется, да, мы хоть тут высушимся. О, газ есть. Это у пацанов к лодкам. Убрались немножко. Водичку наберем. Взяли одну щучку. Нам хватит поужинать. Макарошки там, если что, есть, отварим. Перекусим. Душно, гремит. Интересно, дождь будет, не будет. Но все равно мы уже в избе, нам уже нормально. Просто под елкой, да, спать. Тут мошки, ребята, комара. Ужас. Просто ужас. Тьма. Там зажгли спиральки. Все, пойдем. Пойдем отдыхать. Нормально, Серый, да? Сегодня мы с тобой можем, делаем. Серега-то это как его, не любитель по лесу-то лазить так. Точнее, может быть и любитель, но не особо он часто так делает. Нормально. О, отлично. Ну все, друзья. Дома. На сегодня наш дом. И гремит у нас. Да, она была, конечно, в таком плохом состоянии. Не то, что как бы плохом. Ну, просто такой бардак был. А смотрю, это прям радует. Прям молодцы, ребята. Занялись, сделали. Красавцы. Есть чай, есть соль. Как бы, ну, если даже идешь мимоходом, что можно обогреться, попить чаю. Даже если без продуктов. Все, Серый топит печку. Надо протопить избу. Все равно воздух поменять. Да и мы все сырые. Ходили по траве, трава большая уже, все сырущие. Ну и занимаемся ужином. Сегодня у нас будут наггетсы и щуки, как мы планировали. Зажарим их вкусно. И макарошки отварим с тушеночкой. Короче, так, побалуемся. Там есть огурчики у нас, помидорчики, салатик нарежем. Позанимаемся, короче. Ладно, раздеваемся, все. Короче, обживаемся. Как правильно сказать, обживаемся. Антенна. Антенна, да. Что-то радио пацаны походу ловили. Так, тут, наверное, что-то давай уберем. Окей.
Вот и дождь пошел, друзья. Взяли щучку на поесть одну. Раньше тут стол был. Что-то стола не оказалось. Пока, ребята, снимал филешку. Я так грязно снял, конечно. Не особо прям качественно. Ну, супной, ушиный, так сказать, набор. Ну, пришлось за борт. Чайки съедят. А так, в целом, нам немножко покушать. Вот именно чисто филе, ребята, в большом количестве масла. Мука. Сейчас сразу. Специй к рыбе, кстати, немножко. Вот так вот. Ну и сразу соль. Все, сейчас наливаем масло и обжариваем. Такой босявый. Ну, конечно, это надо делать с двушечки, с трешечки, конечно. Что там, 800 грамм щучка-то небольшая у нас. Так что, ну, нам покушать. Серега молодец, салатик сделал. Отлично. Там мука с солью, да? Мука, соль, да, специи. В прошлый раз примерно то же самое. Вот они, ребята, наггинсы. Почему наггинсы? Потому что, ну, они готовятся как наггинсы. Только это щуки. Василич, пробуй. А я вторую партию ставлю. Вкусняшка. Все, друзья, вот у нас такой скромный ужин. Просто что-то особо неохота даже, если честно, есть. Да. Просто что-то жарко, как будто, блин, душно. Вот такую штуку, ребят, сделали. Сейчас вторая партия. И салатиком все это дело сделаем. 5 капель, естественно, за избу, за поход. Серега по чаю. Завтра за руль, в Серому в город ехать, домой. Давай. Давай, братан. Давай, будем. Хорошая рыбалка. Ну. Торжественно, да? Да. По-любому надо. Салют. Это надо по-любому, ребята. Мы здесь первый раз. Я в этом сезоне первый. 2 года не было меня здесь. Нормально. Потухло. Да и сыро. Да.
Ничего страшного. Красота, друзья. Не знаю, мне что-то не спится. Серега уже лег спать. Время 10 часов. Уже 11, наверное. Я что-то не могу заснуть. Ну и даже не ложился еще в целом. Просто не хочу. Немножко подытожим, наверное. Давно хотел, ребята, сплав. И сейчас подключу это в резерв в любом случае. Потому что надо. Это крутая рыбалка, своеобразная такая. Да, бывает она не дает, конечно, как сегодня. Плывешь, просто кидаешь. Ну никак вообще. Ну, блин, я вообще кучу блесен перебрал. Ну, все-таки немножко поймали. Конечно, штучно, но, блин, не знаю. Главное, что Серега доволен, и мы под крышей, под дождь попали, под грозу. Здорово, наверное. Все равно здорово. Белая ночь, друзья. Вот особо такого темнеть не будет. Вот сейчас вот так ночью у нас. В принципе, можно сейчас ехать и рыбачить. Все, не знаю, поставили будильник в 5 утра. Посмотрим. Как будто всю ночь обещали дождь. Ну, короче, в общем, посмотрим. Все, ребят, пойдут уже отдыхать. Завтра увидимся. Завтра еще денек. Ну, завтра такие места пойдут несерьезные, мне кажется. Если наверху не дало, то здесь точно не ожидать. Ну, может, отловимся парочку, там, 1, 2, 3. Хотя не знаю, вообще не знаю. Маршрут такой, не сказать, что большой, но бывает, конечно, дает по щуке. Просто было такое понятие, что вот реально поедем ловить, а никак. Не то, что-то не то, вообще не то. Она со дна стоит, и она поднимается. Не знаю, подобрал крэнк у Сереги. Буду завтра на него продолжать. Ну, короче, завтра будет видно. Все. Тайга, ребята. Нам еще до деревни. Ну, то бишь мы не до дома пойдем, мы пойдем до деревни ближайшей, где сможем вылезти, и в конце нас оттуда заберут. Посмотрим. Ладно, давайте до завтра. Сейчас он ездили, ну просто дубак. Вообще жесть. Трещи, блин.
Доброе утро, ребята. 6-7, наверное. Проснулись. Серега пораньше встал. Спали так. Что-то то жарко, то комары вообще. Ну, отдохнули в любом случае. Уже жарим яичницу. Все уже. Потихоньку собираемся. Сейчас перезавтракаем. Потихоньку уберемся. Ну и в целом путь дорогу. Всю ночь шел дождь. Обещали сегодня хорошую погоду. Что-то пока не пахнет. Но в дальнейшем не знаю. Будем мучить второй день рыбалки. Так что завтракаем. А, надо еще кофейку сварить, точно. И вперед. Приятно. Как ты называешь? Бугульме или как? Бугульма. Бугульма. Все, покидаем избу. Спасибо, изба, за приют. Обогрела, накормила. Все было круто. Убрали Сереги, запаковались, заправили термос. Короче, все. Сейчас самое печальное, то, что мы будем сырые все. Просто все сырые. Потому что дождь целую ночь шел, и вся трава, она просто сырущая. Ну все, в путь дорогу. Все, братцы, отходим. Отходим. Я остаюсь на кренке Серегиным, который вчера дал мне. Не знаю, сейчас пойдет участок такой, больше тиховодка. И по сплавам предыдущим он был такой прям, ну, не ловчий. Вся обычная рыбалка вот наверху была. Ну, а вчера мы что, получается, 4 штуки, да, Серега, выдернули. И 3 у нас там, 3 схода. Будем пытаться поймать. Погодка налаживается, это радует. Вот тут коряжничек, вот тут обычно тоже бывало нет-нет, щучка выходила. Древенник такой лютый прям. Первая лодочка, друзья, за сплав. Пообщались, это местная. В общем, вечером, говорит, вечером клюет. Выходит мошка, мошку мелочь долбит, и, соответственно, и щука, говорит, выходит на жор. Ну, так вчера и было, вечерком. Во как. Понятно. Значит, кормежка бобра. Все истоптано, лазит. Мелочь мошку хавает. Фух, тихо, друзья, тихо. Переставлять не хочу воблер, так как, ну, вчера же он показал себя. Мужики, кстати, проплыли тоже, говорят, ни одного выхода, но они троллингом идут, блесными. Серега догнал, и правда сейчас опять отстал, но Серега одну поймал, красавчик. Килушка тоже. Там, кстати, на корягах, где только начинали сплав. Долго цеплял воблер, отцепил все-таки, и в конце коряг умудрился поймать. Вот как-то так, не знаю. Опять где-то отстал, не вижу я его. Скучно, когда вот такие, ребят, глухие забросы просто. Прям скучно. Будем вымучивать. Добрались до такого красивого места, точнее добрался. Решил остановиться, подождать Серегу, заодно пообедаем. Отстает что-то он.
Я немножко так в режим вхожу, потому что я понимаю еще сколько идти. И чтобы примерно к обеду плюс-минус, ну точнее не к обеду, к вечеру, чтобы мы добрались. Очень красивое место, друзья. Стол стоит, тут такой обрыв здоровенный, такой вид. Классно. Дождем Серегу и будем обедать. Так, а на обед у нас сегодня, сейчас что-нибудь порубаем. Чаек, яичница, хлебушек. Покушаем. Речка нифига не... Ну, можно на воблера ловить, но лучше на джиг. Слишком хорошая глубина, но здесь вот прям отличное место. Вот здесь встал и четко обкидывал. Здесь результат будет. Ну, Великолепно, ребята. Пообедали. Шикарно, я бы сказал. Вот Серега, получается, у нас еще одну зацепил. Вот они, красотки, стоят. Да, такая килушечка. Нормально. Матрос Серега. Первый. Что, матроса брать не будем, наверное, да? Матросик, ребятки. Отпустим. Небольшой. Пускай живет. Вот и моторчики пошли. Ближе к деревне. Уже люди. Серега, что ли? Здорово, Серега. Что-то слабенько. А? Нет, что-то. Чукайба. Штучек 5, короче. У тебя что как? Ага. Понял. Да, что-то вообще плохо. Килограмм 1,5. Ну, видовые, да, понятно. Так. Ну, давай, Серый, ага. Мама утро. Уточка и утята. Малыши. Блин, хочу их обойти, чтобы не пугать. Она все их туда тащит по той стороне. Уже отошли же от берега.
Главное, команды дает она, они ее слушаются. Все, мы вас не тронем, идите своей дорогой. Вообще полетела. А вон малыши, карандаши. Вообще малыши. Сейчас хоть подъедем, посмотрим. Смотрите, ребят, какие утята. Бульк, нырнул один. Получается раз, два, три, 4, 5 штучек. Вон он, где вынырнул. Мама отвлекает. Малыши какие. Цыпа. Все, не трогаем. Сидят, пищат. Фу, ребята, все уже. Километра 2, наверное, 3 осталось до деревни. Так уже местами где-то обкидываем, где-то идем ходом. Ну, на веслах я имею в виду. Где-то вот ветерок поддувает, подтаскивает. Так уже замаялись, короче. Пару мелких щучек что-то у нас выходило. Еще за это время уже не снимали. Все, ребят, 5-я точка уже болит. Я уже сел на баллон, потому что уже не могу сидеть там. Короче, все, ребята, заканчивается сплав. Здесь уже так, ну, плюс-минус кидаем. Так, на дурака. Скоро будем выходить. Даже устали немного. Тяжелый таежный сплав, потому что заходы вот эти до избы, там плюс-минус, непогода, мошка. Целый день на солнце, на ветру. Ну так, оно дает о себе знать. Расстояние такое не маленькое. Ну, я доволен, что прошел еще раз его, этот сплав, и посмотрел пейзажи. В принципе, ничего не поменялось. Ну, единственное то, что нет избы. Избу спалили. Все, ребята, доперли до деревни. Вот уже дома виднеются. Отлично. Ну что, друзья, все. Теперь точно все. Ну как еще? Еще дорога домой, до деревни. Загрузка Сереги в свою машину. Еще сотку ему до дома. Короче, прокатились по тайге немножко. Себя немножко так проверили, потому что были какие-то сложности. Сгоревшая изба, мы такие даже немножко на панику упали. Ну, в общем, рядом вторая, и все нормально. Все, деревня, друзья. Окраина. Ждем машину. Все, уже подняли все вещи. Помыли лодки, сушатся уже. Ну, короче, потихоньку, помаленьку. Ну, рыбалки, да, особо как бы и не было. Ну, как не было. Рыбалка была, не было рыбы, да, Серый? Все равно хапнули Ну, там. пройденный этап, этот маршрут, это ночевка в избе, это все равно, ребят, прикольно. Тем более где-то были вот там, где-то в лесу, непонятно вообще где. Сплавы — это интересная штука. Будем продолжать эпопею в этом году. Хочу продолжать сплавы. Прям есть прям четкие речки, где можно это делать. Так что все в будущем. Спасибо, Серый, за компанию. Тебе тоже спасибо. Красавчик, что приехал, не забывает меня. Ну и в общем все, друзья, на этом. Будем прощаться. Ссылочка в описании у Серого канала, ребята. По-братски залетайте. Все, всем пока.